Минобороны России, кажется, в своих высказываниях на этот раз было предельно откровенно. Привыкшее вручать медали за мужество, на этот раз ведомство предлагает наградить орденом Иуды Антона Геращенко. А он, кстати, теперь личность известная. Депутат Верховной Рады предложил на сайте «Миротворец» публиковать данные российских граждан, которые воюют против ИГИЛ в Сирии. Искать не нужно. Кто развязал войну, это Америка, кто выполняет поручения, кто продолжает до сих пор убивать людей, это их работники во главе с Европой. И Геращенко тоже соучастник всех этих преступлений, террористических актов. Поэтому искать зачем след, если мы медведя видим. Поэтому надо правду лицо говорить, а тех шайтанов, которые заявляют поддержку террористам, экстремистам, их надо уничтожать, где бы они ни были. Какая разница, кто воюет оружие в руках, кто им помогает. Они одно и то же. Вот религии так написано. Поэтому мы тоже говорим, да, что таких людей, если держат руководство Украины, то это еще раз подтверждение тому, что там преступная власть. И то, что они делают, показывают одно, а делают совсем другое. Поэтому народ украинский должен делать выбор. Но я думаю, что его используют сейчас, как и других. Или убьют, или посадят. Другого не дано. Кадыров отмечает, путать понятия не стоит, ведь Геращенко призывает, по сути, к преступным действиям, а значит и сам является преступником. В принципе, как и вся нынешняя украинская элита, которая не считается жизнью мирных граждан. И этому оправданий здесь быть не может. Он должен успокоиться и извиниться сначала, потом сам пойти на суд и сдаться, и расписать, что действительно мы помогали, мы действительно соучастники всех этих преступлений, тогда, может быть, для него будет и прощение. А так он допустил большую ошибку, потому что мы видим, как в Сирии убивают мирных людей, как мы видим женщин, детей, стариков, как они взрывают святыни мусульманские, где похоронены пророки, приближенные Всевышнего, и поэтому мусульмане ему этого не простят. Мы знаем, что такое ваххабизм, мы знаем, что такое Даиш, и поэтому он должен подумать хорошенько там, и найти себе убежище где-то там, знаешь, даже он не найдет себе убежище. Сайт с таким практически трогательным названием несет в себе, однако, совсем недобрую миссию, ведь он исследует признаки преступления против национальной безопасности Украины, где в главных ролях тех, кто защищает стариков, женщин и детей от беспредела и близкого государства. Однако этого сам Геращенко не видит в упор. Кадыров признается, он был бы счастлив стать первым российским летчиком, наносящим авиаудары по террористам. И здесь он свой адрес не скрывает. Мои данные я передал им и заявил официально. Вот. Я был бы счастлив, что если я был бы первым летчиком, который нанес удары по этим шайтанам, потому что я получал удовольствие воевать против этих шайтанов, ссылаясь на религию ислам, на сунну пророка, саллаллаху алейхи ва саллям. Пророк говорит, где они есть, там будет кровь, их надо уничтожать. Поэтому я считал бы за честь быть летчиком. И я им сказал, мои данные не все знают. Я нахожусь сейчас в Грозном, я катаюсь на мотоциклах, на велосипедах, играю в футбол с народом, и меня найти нетрудно. Зачем искать летчиков, если я говорю, я беру на себя ответственность. И я с удовольствием участвовал бы в тех процессах и прошу руководство государства, если будет принято решение заходить туда в надземные операции, то первым подключить чеченские спецподразделения, потому что это не просто для того, чтобы, знаешь, какие-то приказы дать выполнять, а чисто наш долг, мусульманский долг. И мы еще в 1999 году дали клятву на Коране, что будем воевать против этих шайтанов, где они находились. И мы знаем, насколько мы ответственность берем за все это, и мы знаем, что эти шайтаны никогда ничего не смогут. До сегодняшнего времени они никогда не столкнулись ни с кем. И они всегда убивали там солдат, там бедолаг, знаешь. Они реально там боестолкновения не было, поэтому они себя чувствуют, там, знаешь, так комфортно. А мы дали бы им почувствовать порох запаха на самом деле и дали бы понять, что такое война. Поэтому им и здесь уничтожали и будут уничтожать, где мы находились. Поэтому летчики наши, они герои, и их должны приветствовать. Не только приветствуют здесь, и в Сирии, и в других арабских странах. По мнению Кадырова, Запад не представляет никакой угрозы, ведь реальных механизмов воздействия на Россию у них просто нет.
Они могут, вот таких как арабские восточные страны, которые нету ни военной мощи, ни армии, вот, только у них есть разговоры. И эти они знают, потому что они все на них работают. Большинство они все получали образование в Америке. И оттуда они вербовали, отправляли на родину себе, и дальше они продолжали служить Америке. Поэтому мы еще не знаем, что такое страх, бояться. Тем более мы на практике все там проходили, и мы с удовольствием, ради Аллаха, готовы воевать против этих шайтанов. Кадыров подчеркнул, у России есть силы и средства для того, чтобы ответ на предложение Геращенко был чувствительным, и он не заставит себя ждать. Алевтина Бонадыкова и Зелим Закаев при поддержке пресс-службы главы правительства Чеченской Республики. Новости.